Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто позовет вас замуж? Кто этот мужчина? И давайте заодно посмотрим, вы согласитесь или нет. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Ох, а вы его знаете. Вы его точно знаете. Это знакомый мужчина. Вот первый, кто показался, это знакомый мужчина, с кем у вас очень много было всяких происшествий. Буквально вот как по волнам вас с ним кидало. То есть я так понимаю, что здесь эти волны, они говорят о том, что у вас в отношениях были как и взлеты, так и падения. То есть вы могли любить друг друга просто вот да не могу. И потом расставаться, да, разлучаться. У кого-то еще отыграется вот прям по волнам катались с ним, как эти американские горки, такие дыхание перехватывало в каких-то моментах. Казалось, что все, не приму, не прощу, это конец. И он вам мог такое говорить, что все, ты меня достала, больше не увидимся. Проходило время, вы понимали, что вы не можете друг без друга, начинало тянуть, особенно вот мужчина страдал без вас. Вот может быть он и хорохорился больше всего, но с другой стороны, когда он там несколько дней был без вас, там неделю без вас, у него прям под ложечкой начинало сосать, и он такой: я не могу без нее, мне все невкусно, мне все не радостно, я сам на себя не похож, я там потускнел, помрачнел, ничего делать не могу, да. Вот каждый раз он делал шаг, либо он делал все то, чтобы вас спровоцировать на какое-то общение, примирение, восстановление отношений. Каждый раз он вам клялся, что я больше никогда ничего плохого не сделаю, вот мамой клянусь, всегда буду там любить, уважать, не обману, не предам, не поругаюсь, ничего тебе там говорить не буду плохого. И в то же время буквально там через несколько дней, там несколько месяцев забывал, и опять же та же песня продолжалась. Очень похоже еще на кошки-мышки. То он за вами, то вы за ним, да, вот как-то так вы бегали друг за другом. У мужчины в голове какой-то вот коллапс, что-то там спутано, перепутано. Знаете, как много ниток вот разноцветных запутано, узлы завязаны. Какой-то он у вас немножко странный. Извините, но скажу именно так. Возможно, вы сами это видите. Возможно, из-за этого вы его и бросили окончательно, на ваш взгляд, и бесповоротно. Но мужчина с этим не смирился. Мужчина не хочет вас терять. Вы для него прям жизненный ресурс. Не могу сказать, в каком смысле, может, во всех смыслах, да, вы для него жизненный ресурс, но он понимает, что он без вас пропадет. Вот он не может без вас, вот просто физически не может. Другой такой женщины, как вы, ну вот ее нет, ее не существует. Вы одна, единственная и неповторимая в своем роде. И еще я вижу, что этот мужчина, он еще такой, знаете, знатный манипулятор, да, у него все какие-то манипуляции, схемы, затеи, идеи, да, вот он как все время играет, как жонглирует, да, и, кстати, может жонглировать даже чувствами. У него все как не настоящее и наиграно. А слово его, ну, оно навряд ли что-то стоит, да, для него дать слово, это как, знаете, два пальца обделать, никаких проблем в этом нет. Либо он не умеет держать свое слово, придерживаться своего слова, либо он считает, что это типа база, это норма, там обещать и не делать, там ничего там страшного нет, ну все так поступают, ну я так поступлю, ну и что? Да, но я же хотел, но не смог. Вот почему меня нужно за это ругать? Смогу — сделаю, да, не могу — не делаю. То есть он не сильно старательный. Но и в то же время он такой, знаете, как ребенок. Вот сколько бы ему лет не было, он все равно какой-то как ребенок. В мыслях, в действиях, в поступках, в суждениях. То есть на уровне где-то там 7-летки, да, ну 10 лет максимум, не больше.
очень быстро загорается, очень быстро тухнет, не успел взяться, уже разочаровался, уже передумал, на другое побежал. Какой-то он немножко еще как перекати поле, либо вот эта птица, которая, да, перелетная, то туда-сюда, то сюда летает. На флюгер еще похоже. Куда ветер подул, да, туда он и повернулся. Для вас он абсолютно несерьезный персонаж, и еще вас не устраивает то, как он к вам относится. В каких-то моментах он прям нетерпимо к вам относится, либо слишком много вас ждет, требует, ну, либо себе там что-то лишнее позволяет, а вы ж типа нет. Что позволено как Юпитеру, да, то не позволено никому другому. Очень высокое самомнение, эгоизм в чистом виде, как разбалованный мне идет. Может, мама его разбаловала, может быть, он и сам себя разбаловал. Знаете, как вырос, дорвался и давай себя баловать, ни в чем себе не отказывать. Мужчина как без корней, понимаете, вот корней у него нету. И вы это видите, вам это грустно и печально, и, скорее всего, из-за этого вы уже махнули на него рукой и такая-то нет, точно нет. И вот этот ваш мужчина задумал позвать вас замуж. У него, кстати, уже давно эта мысль крутится в голове. Просто он немножко боится еще как бы прийти и позвать. Но он уже как бы к этому морально настраивается. Еще кто-то ему тоже такие советы дает, что типа вот ты женись на ней, она успокоится, вот, и все нормально у вас будет. Может быть, даже ваша будущая это свекровь видит, что вы женщина хоть куда порядочная, серьезная, опять же, ресурсная. Почему-то мне ресурсная идет, да, возможно, у вас работа хорошая, либо у вас свой бизнес, там дом есть свой, квартира, там машина есть. И она такая, ну давай, ну типа, женщина, что надо, женись на ней, женись, и все у тебя будет хорошо. Будешь жить, как у царя за пазухой. Ну, его как бы ресурс ваш, да, интересует, но не это, как не первостепенное. Все-таки его очень тянет к вам, все-таки он вас любит своей какой-то странной, непонятной, немножечко такой искаженной любовью, но он вас любит. А с другими женщинами у него все было просто. Вот увидел, нравится, ну хорошо, не нравится, так я и не буду общаться. Получил удовольствие, свалил, да, а вот с вами так не получается. К вам вот прям он прикипел, да, привязался, прикипел. И вот чем дольше он без вас, чем дальше он от вас, тем сильнее его к вам тянет. Вот такой вот какой-то странный диссонанс у него происходит. Ну, что есть, то есть. Вот именно он будет вас звать замуж. И сделает это максимально красиво, максимально как-то, вот знаете, картинка, да, из журнала, либо какое-то, вот знаете, видео, где люди там романтично признаются, лепестки роз, скрипач, там какие-то оживающие картины, вот что-то мне такое идет. Подговорит там друзей, либо наймет актеров. Ну вот как-то выпендриться, да, он любит у вас выпендриться. Но он просто знает, что вы любите сказки, что вы, ну, по сути, такая вот сказочная принцесса, что вы девочка-девочка. Даже если вы, ну, строгая женщина, такая вот бизнес-леди, все равно у вас душа принцессы. И он это знает. Вот, кстати, это он точно знает. И вот подарит вам этот праздник, подарит вам эту феерию, и, ну, в надежде, что вы не откажете. Я уж не знаю, кто из вас откажет, кто не откажет. Опять же, если вы его до сих пор любите, то, скорее всего, вы согласитесь. Опять же, вы понимаете, кто он такой, с кем вы имеете дело. И если вы соглашаетесь, значит, вы, ну, согласны взять на себя роль взрослого в этих отношениях, да, роль взрослой мамы. И он как такой шалдивый сынок. А у кого-то отыграется, что вы такая скажете, ну, иди со своими праздниками, розами, скрипачами, вот куда-нибудь в другое место. От меня отстань, я тебя не хочу. Вот вижу, что он вас позовет замуж. Красиво сделает предложение. Может быть, вот даже если вы в ссоре, да, либо вы не общаетесь, он где-то вот это все организует, вас туда заманит, значит, его эти сообщники, и это все произойдет. Ну, то есть для вас это будет прям шок. Вы такая, ничего себе, как так, кто бы мог подумать. Удивит, все-таки он вас удивит. И вот вы можете, конечно, отнекиваться, но он все равно вас любит. Любит своей какой-то непонятной, странной, конечно, немножко ущербной, но любовью. Это не ваша придумка, это так и есть. Просто, возможно, мужчину никто не научил любить. Ему не объясняли, как правильно и как неправильно. Может быть, до него не доходит. Ему объясняли, там вы даже объясняли, но до него не доходит. Ну, не все умеют любить, не все умеют одинаково любить. У каждого свое. Вот вижу, что он вас позовет.
Ой, что будет? Но тут все-таки вас парой показывают, и вы лицом к лицу друг на друга смотрите. Тройка за спиной. Знаете, как, ну, мы знаем, мы друг друга знаем, да. Мы уже многое прошли. Это не то, что там какой-то новый человек, его нужно изучать, и не пойми, что попадется. А этого вы уже знаете, и он вас уже знает. То есть у вас какая-то долгоиграющая история. Либо именно с ним вы уже собирались пожениться, либо разговоры были об этом, может, вы съехались, вместе жили, ну а потом разошлись. Вот мне идет знакомый мужчина. И еще один человек здесь вышел. Другой человек такой прям серьезный, и он такой старшего возраста мне идет. Крепко на 8 сидит. Либо как-то с работой связано, да, с его работой, либо с вашей работой, либо у человека самое главное в жизни – это его работа, его дело. Да? Может, он там частный предприниматель, а может быть, он высокую должность ответственную занимает. Еще мне почему-то идет как чиновник какой-то, да, вот прям карьеру эту строит. Для него это 8 – это прям все, венец желаний, да. С этим вот вторым мужчиной, я так понимаю, что вы еще не знакомы. Либо вы, возможно, видели этого мужчину, но вам и в голову не приходило, что вот так судьба вывернет, что будет такой день, что этот мужчина позовет вас замуж. Сразу хочу сказать по поводу второго мужчины. Он не у всех отыграется, а у кого-то прям точно отыграется. Этот мужчина, он, да, карьерист, но с другой стороны, он как лицом играет. То есть такой мужчина всегда будет стараться быть на высоте. Ну, чтобы вы там скандал не устроили, чтобы вы его там где-нибудь не опозорили, чтобы вы там подноготни его не вывалили. То есть, с одной стороны, это и плюс, и минус. Какие плюсы? Денег много у него, да, деньги, достаток, это все, что будет у вас, это будет ваше. Вы ни в чем не будете знать отказ, наоборот, даже как-то больше сможете себе позволить, потому что для мужчины как бы важен этот статус, показать эту картинку. То есть дом у вас хороший будет, там, либо квартира шикарная, там, машину вам дорогую купит, люксовые всякие вещи брендовые, ну, потому что по статусу положено. Но с другой стороны, вы, ну, буквально будете сами себе предоставлены, потому что львиную долю своего времени этот человек будет проводить на работе, в делах. То есть для него это как бы первостепенное. Даже если у вас с этим человеком будут дети, то дети будут постольку-постольку, так же, как и жена. Самое главное детище, его жена, его подруга, его вся жизнь – это его работа. Некоторые женщины хотят таких отношений, да, потому что они хотят жить свою жизнь, не хотят, чтобы мужчина там, знаете, на мозги капал, чтобы он там лишал ее свободы, к себе привязывал. То есть некоторым удобно, что мужчина там своими делами занят, у женщины там свои дела. А некоторые девочки прям очень хотят, чтобы мужчина вот с ним вот тут прям прилипли друг к другу и не отлипают. Ну, тогда это будет очень тяжелая история, потому что мужчина вам будет вечно не хватать, и вся вот эта семейная рутина, житейская рутина, домашняя рутина, это все упадет на ваши плечи. То есть тут уже надо будет подумать, да, мужчина блестящий, симпатичный, умный, карьеру сделал, либо делает карьеру, у него все получается, он такой весь, знаете, светится, ходит, очень респектабельный мне идет. Но с другой стороны, он женат уже на своей работе, а вы уже, как, знаете, вторая жена будете, либо запасная жена, либо как домашняя жена. Ну, это прям не очень, да. Для кого-то прям очень хорошо, для кого-то прям совсем не очень, да, не вариант. Но если вы с этим мужчиной сойдетесь, то вам очень многие будут завидовать, и благодаря этому мужчине вы очень здорово поменяете курс своей жизни. В любом случае, при любых раскладах вы меняете курс своей жизни. Прям отрываетесь от своего этой, как слоя прослойки, да, социальной, и взлетаете вверх. Мне вообще кажется, что ему суждено очень высокой должности достичь. И ну, вы как его жена, как его спутница, тоже вместе с ним растете, да, по социальной лестнице идете. Ну, у кого-то так и отыграется, что у вас на работе роман закрутится, у кого-то отыграется, что вы где-то будете по деловым вопросам с ним познакомитесь, и вот начнется точка отсчета. Вы этому мужчине очень внешне будете нравиться. Вот, как сказать, вы как красивая картинка для него, как красивое сопровождение, да, как красивое оформление его жизни. Такой женой можно и похвастаться, да, она не только красивая, она и умная, она эрудированная.
Такой женой можно и гордиться, да, почему бы и нет. И вот еще такой момент, он изменять вам точно не будет, потому что у него просто сил на всех не хватит. То есть у мужчины все-таки, да, работа на первом месте, потом будете вы, потом уже все остальное. Потом дети, скорее всего, будут на третьем месте. То есть если вас такой расклад устраивает, либо вы уже в таком возрасте, что у вас уже детки есть, и вы не хотите других деток, то тогда все нормально. Он вам не мешает, вы ему не мешаете, живете себе, ездите отдыхать, развлекаетесь, да, у вас деньги есть. Ну, как по мне, как выбор за вами, да. Кому-то прям очень зайдет, как я уже говорила, кому-то не очень зайдет. Но вот с этим мужчиной у вас чуть попозже идет. Если с этим мужчиной тут ближайшие, вот вы загадали срок, в первую половину этого срока, то здесь в последнюю половину срок ко мне идет. Опять же, это общая отсыпка. У кого-то только лишь вот этот мужчина, ваш бывший, случится, а у кого-то не бывший, а вот этот новый случится. То есть, как бы думайте, да, на себя примеряйте. И если у вас еще есть чувство к бывшему, этот бывший то приходит, то уходит, то, скорее всего, бывший будет делать вам предложение. Если никаких чувств нету, бывшего никакого такого надоедливого нету, то тогда новый мужчина войдет в вашу жизнь. Что я знаю точно? Это то, что вы выйдете замуж. И я точно знаю, что первые несколько, может быть, месяцев, может быть, даже несколько лет будут достаточно непростыми, в плане того, что вот притирка какая-то будет, пока вы поймете, что куда, пока вы научитесь с этим жить, да, с этим человеком жить, пока вы поймете, чего вы хотите, да, вот немножко уйдет времени. Вам главное это время пережить спокойно, без надрыва, не делать резких движений и понимать, что время лечит, время успокаивает, время все на свои места расставляет. Но опять же, мы смотрим на возможность, да, возможность, тот срок, который вы загадали. Возможно, после этого срока у вас будут другие мужчины, которые тоже будут делать вам предложение. Может быть, там будет мужчина, кого вы полюбите и захотите за него замуж выйти. Вот я вижу, что первые несколько месяцев, до полугода, либо первые год-два будут достаточно непростыми. То есть там будет и счастье, и печалька. Но если вы проживете этот кризис, притирку переживете, то потом уже счастливая жизнь. Счастливая такая, вы знаете, устаканенная жизнь вас ждет. С этим, либо с каким-то другим мужчиной, то есть там уже покажет время. Вы все разные, у каждого своя судьба. Но на роду вам написано быть замужем и замужем быть счастливой, да, чтобы жизнь была у вас счастливой. Может, поэтому вы и не можете долго выйти замуж, потому что ждете того самого, кто действительно окажется вам идеальной парой, да, вашей половиночкой. Не на словах, но по факту, в действиях. Вот так бывает, девочки, так бывает. Вот бывает женщина и умница, и красавица, и карьера, и все у нее есть. А замуж не идет, потому что мужики дрянь, да, нормального не попадается. А потом время ее пришло, раз уже и замуж вышла, и счастливая, и детки, и все у нее есть, да, и дом полная чаша. Не спешите вы в этот замуж, всегда успеете. Помните, наши бабушки говорили, да, мудрость наших предков, что замуж не напасть, а бы замужем не пропасть. Вот это вот самые важные слова. Потому что бывает так, что девушка до 25 уже 3 раза замужем была, детей от каждого мужа родила. И вроде еще молодая, жить да жить, а уже сил нет, уже никому не верит, ни во что не верит, ничего не хочет. Потому что спешила. Еще знаю, что есть давление на женщин. Очень часто семьи, родственники, по старинке оказывают давление, что вот выходи замуж, что ты одна, иди замуж, а бы за кого, а бы штаны носил, да. Вот, не надо на это соглашаться. Ищите именно своего человека. Вот 2 кандидата, которые точно в загаданный вами срок будут делать вам предложение. У кого-то один, у кого-то другой, у кого-то 2 вместе могут отыграться. Но это не конец вашим кандидатам. Там еще целая вереница. Еще будут приходить мужчины. Выбирайте именно от того, с кем вы чувствуете, можете прожить всю жизнь, кого вы можете выносить, да, чисто физически выносить, эмоционально выносить. Потому что вот эти все ссоры, надрыв в нервной системе, они же не приносят здоровья, они разрушают жизнь людей. Вот. Не спешите, присмотритесь, выбирайте тщательно. Если понимаете, что вы можете с этим мужчиной взаимодействовать, почему бы и нет? Да, терпится, слюбится, перевоспитаете, привыкнете, и все будет хорошо. Если понимаете, что нет, не вынесу
крышу снесет, да, от нервов, то тогда лучше и не пробовать. Придет, ваш человек придет. Вот я вижу, что замуж вы все равно выйдете и будете счастливую жизнь жить. Мои хорошие, искренне вам желаю найти своего человека, не ошибиться в любви и познать женское счастье. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.